وعليكم Majal السلام. Ausdruck Машой. Маршал Дели Масарна. А, Сегодня на стрим на русском, на чеченском и русском языках. Сегодня 19 августа 2025 года, 19 часов 5 минут по центральноевропейскому времени и 20 часов 5 минут по городу Джахару. Сегодняшний наш стрим называется «Параллели. Мир между Ичкерия, Россия 1996 и, возможно, мир Украина-Россия». Стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, 150-й. Можно сказать, такой юбилейный у нас сегодня стрим, Аят. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы. Аят Эдигов, вы знаете все, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Я зачитаю вопросы, и он ответит на ваши вопросы. Стрим у нас идет также на YouTube в этом канале, в TikTok и на официальной странице Президиума правительства ЧРИ в Telegram. Вы можете зайти на эту страницу и там непосредственно сами поднять руку, как там это принято, и Аят или модератор вам предоставит слово, и вы сможете непосредственно принять участие в нашей сегодняшней беседе. Вот такая вот у нас демократия, где вы ее нигде не найдете практически. Аят, сразу вам слово. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто нас слушает. Сегодня у нас юбилейный такой, скажем, стрим 150-й Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Мы с Асланом это ведем передачи 2 раза в неделю. Вы это знаете. Сегодня так случилось, что 150-й стрим и какое-то знаменательное событие вот произошло вчера, вот, и сегодня мы об этом говорим, что произошло по поводу вот решения вопроса войны и мира в Украине. Мы знаем, что 15 числа была встреча Путин и Трамп в Аляске, где обсуждались вопросы остановки войны, решения проблемы мирным путем и решения с точки зрения международного права. Это было, и там мы, когда наблюдали, все, может быть, не все, за исключением нескольких, может быть, групп, которые там находились, остальные не были в курсе, что там за договоренность пошла, о чем, общие слова типа такого миру мир и все такое. Ну, по ходу вот всей этой ситуации информация просочилась, речь о чем идет. Речь идет о том, что необходимо остановить войну, необходимо обеспечить гарантии безопасности Украину, и взамен за эту гарантию безопасности что-то надо, мол, и пойти на уступки. Но, как понятно, здесь, видимо, были большие переговоры еще до того, как, значит, они встретились еще и в Америке, на Аляске, потом после этого обсуждали, они, в общем, долго вели эти переговоры, разговоры, и в конечном итоге что выясняется? Выясняется, что, оказывается, предложение гарантии безопасности для Украины, это было не просто так, вот гарантии безопасности, чтобы соблюсти нормы международного права, которое распространяется на все, скажем, народы мира, на все государства. А это, как мы наблюдаем, вот с моей точки зрения и с точки зрения самой, скажем, логики, оказывается, за то, чтобы вот Россия убралась с территории Украины и, значит, репарации и все, что необходимо, восстановила украинской территории. Не тут-то было пока, оказывается. Но это, как бы, скажем, предварительно, я говорю предварительно,
потому что здесь разные точки зрения. Одни украинцы, блогеры, это говорят легко, другие говорят очень строго, третьи американцы или другие, там русские тоже по-разному говорят, но все равно проглядывается одна четкая, ясная линия, из которой следует, что якобы Украина должна заплатить за этот мир для того, чтобы обеспечить себе безопасность в перспективе. То есть и эту безопасность им предоставят, значит, все эти европейские страны большие, да, значит, все Европейский Союз, так, и туда еще подключается, оказывается, и Трамп, он тоже говорит. И если, мол, остановится эта война и договорятся они туда, значит, пошлют свои войска, вооружение, готовы продать, не дать, а продать Украине на 100 миллиардов вооружений, и что вот Украина станет крепкой, сильной, и никогда, мол, потом она, мол, не вмешается, мы будем вместе и будем гарантировать. Вот такая вот, коротко говоря, вот такая постановка вопроса, насколько стало известно, все разные точки зрения, хотя по-разному это говорят, но на этом сходится, что именно вот так вот. То есть по линии соприкосновения, где сейчас стоят войска в Украине, российские и украинские, так? То есть Россия там еще требует какие-то части территории, которые она еще не завоевала, но взамен она даст кое-что другое, которое ему угодно. То есть они российскими, украинскими территориями между собой там как бы торгуются, и в итоге будет хорошо, если вот на этом договорятся, и как будто бы об этом знал еще, когда летел в Аляску этот Путин. Теперь, после того, как они в этой Соединенных Штатах Америки, когда собрались все вместе, европейцы и, скажем, Зеленский с ними, с Трампом, они тоже об этом все знали, и на этой основе они вот такую вот основу здесь, как говорится, подводили. Ну, спрашивается тогда, ну, как это может получиться? Почему на такие условия идут, скажем, американцы, но европейцы, понятно, европейцы хотят помочь, по-своему хотят помочь Украине. Но они хотят помочь Украине не только потому, что они хотят спасти ее, потому что они понимают, что после этого эта армада двинется и на них. Она придет и дальше, она эти свои планы не скрывает, эта империя, она не скрывает свои. Значит, получается, что современное международное право, которое было принято после Второй мировой войны, рушится, что есть сейчас прецедент, и остальные все, скажем, большие страны мира, типа России или других, могут захватывать другие территории, к примеру, Тайвань или другие территории, ну, к примеру, я говорю, да, и это будет тот по примеру того, что было там, скажем, так. Не хватило им примера того, что они с 91 по 99 годы 5 раз совершали агрессию против нашей Чеченской Республики Ичкерия, и столько людей убили, невинных. Так, и этот пример вообще ни в какой расчет не ставится. Не хватило то, что это же они делали и против Грузии, отторгли территории Грузии. Но я не говорю о том, что было раньше и в Молдове, что предысторию отняли, и потом в 2014 году украинский территории, не хватило всего этого. Теперь вот получается вот такая вот линия, как бы, значит, становится примером, и якобы это, мол, нормально. Якобы. Я сейчас не говорю, что это так до конца. Говорят, что до конца еще все детали не проработаны, что это будет решать, допустим, сама Украина, и, значит, это может быть так, что украинский народ здесь не решит так, не согласится с этим, а может согласиться. Вот такие вот идут информационные новости, так скажем. Но вопрос даже не в том, согласиться или не согласиться. Я убежден, что Украина не пойдет на такие шаги, с моей точки зрения. Но удивляет другое.
что же это за демократическая страна, Соединенные Штаты Америки или другие страны, которые соглашаются на передел мира, позволят то, что было запрещено современным международным правом. Кто этим занимается? Что эти люди? Почему им не дают нормальную оценку в том смысле, что в конечном итоге мы можем получить потом дальнейший разнобой по всем направлениям, и все государства мира, большие или малые, начнут между собой воевать и будут приводить пример. А вот в Украине, смотрите, а вот в Грузии, хотя меньше будут говорить, ну, в основном Украине, да, столько вот стран подсоединилось. То есть фактически э, отношение к тому, что есть современное международное право, на которое мы уповаем все, и которое, значит, собирается решать проблемы Нью-Йорке, Организация Объединенных Наций, эти 5, мол, стран, которые гарантия безопасности, которые могли вето там, значит, накладно, все это, оказывается, блеф получается. Вот к этому все это подведет ли или не подведет? Это вопрос так становится. Скорее всего, это подведет к тому, из дальнейших событий, потому что все страны стремятся приобрести для гарантии безопасности атомное оружие, оно будет, это оружие, приобретаться этими странами, и наступит такой момент, когда и эта гарантия безопасности окажется уже несущественной, и может произойти и ядерное столкновение. Почему на это идут эти люди? Разве они не понимают это? В чем причина? Причина в том, что они деньги хотят, как говорят там, извините, бабло, бабло, бабло. Разве в этом все? Разве недостаточно того, что есть у вас покушать, поесть, нормально жить? А почему постоянно нужно вот так вот себя обременять вот такими, значит, вопросами, что нужно все захватывать, хватать и все такое? Ведь Да. после Второй мировой войны было решено, что больше воевать не будем, создадим специальные условия для того, чтобы мир и страны в этих странах дать человеку свободу, свободу личности, которая бы гарантировала его политическую свободу, его экономическую свободу, гарантировала бы свободу избрания и, значит, гарантировала свободу политического непреследования, то есть свободу от преследования по политическим мотивам. Значит, все это убирается, значит, все идет в какой-то, извините меня, где-то куда-то в обрыв все так, и все кончается. Как это может быть? Вот вопрос такой. Поэтому, если такой вопрос стоит, наша задача сейчас, как говорится, не пороть, как говорится, за это, горячку, да, а спокойно проследить за тем, что происходит. Допустим, мне кажется, что здесь еще до конца все не решено, но разные вот эти точки зрения, которые звучат вот везде и всюду по телевидению, Ютубе, в других местах, когда разговариваешь с разными людьми, ты видишь, что здесь вообще какая-то неясность до последнего момента. Но однако видно, что Запад пытается так или иначе, пытается, извините меня, сделать так, чтобы, извините, пытается сделать так, чтобы вопрос этот был решен за счет территории Украины. Каким образом они это хотят сделать? Одни говорят, что это можно сделать, потому что, вот видите, значит, Северная и Южная Корея, они отделились, и потом, значит, посмотрите, была Германия, Восточная, Западная. Но, извините меня, Северная, Южная Корея и Германия, это были итоги Второй мировой войны. А сейчас что, по прошествии стольких лет, о какой параллели здесь можно говорить? Ну, о том, что какие параллели есть в войне, которую развязала Россия против Чеченской Республики Ичкерии и Украины, потом поговорим. Давай, Аслан, вопросы вначале. Я так пока. Да, спасибо, спасибо, Аят. Вот тому, что вы сказали, мне вот вспомнилась фраза, которую я у себя опубликовал 18 века Бенджамина Франклина. Тот, кто жертвует принципами ради выгоды, в итоге потеряет и то, и другое.
Я надеюсь, что этого не произойдет, но почему-то кажется, что происходит именно это. Аят, я, наблюдая за ситуацией, которая происходит сейчас вокруг Украины, у меня возникла такая вот очень такая устойчивая аналогия, дежавю такое, чеченское дежавю я это называю. И тогда, когда у нас была война, против нас Россия вела европейская страна, там говорят, очень часто любят говорить, что с окончания Второй мировой войны на европейском континенте первая война, там то, что в Украине сейчас происходит. Ну, на самом деле, европейский континент и демократическое государство Чеченская республика Ичкерия началась немного раньше и была очень кровопролитной. И возникают такие параллели. И я хотел бы задать вам вопрос, чтобы сравнить. Вот тогда у нас посредниками выступали ОБСЕ, как бы до уровня президента Соединенных Штатов не поднимали нас по какой-то причине, видимо. И сейчас выступает президент. Слова, самые начала, самые первые слова были просто громогласные. Мы все это помним. Никогда США не поступится ни Крымом, ни одной территорией, что мы никогда это не признаем, там разговора быть не может. В итоге сейчас происходит немножко не так. Хотя всего лишь слова, но мы видели уже не слова, а действия. Президент Путин прилетел в США и уже фактически ему расстелили красную дорожку. Я хотел бы вас спросить, Аят, вот, исходя из этого, какие сходства вы видите ситуации, которая складывалась тогда? Вы были председателем парламента, вы были очень высшем оборонном совете, ГКО, по-моему, это называлось, да, или, если я неправильно говорю, поправьте, пожалуйста. Да, Государственный комитет обороны. И какие вы видите параллели того, что происходило у нас, и что сейчас происходит в Украине? И потом, какие различия, на ваш взгляд, присутствуют? Ну, параллели абсолютно почти все, за исключением нескольких моментов. Россия тогда развязала против нас войну, начиная с 91 года, с 8 ноября, когда была инаугурация нашего президента, избранного всенародно. Тогда они запустили своих десантников, самолеты и хотели арестовать нашего президента и увезти его в Москву. Но они там захлебнулись, потому что весь народ вышел, практически на аэродромы, на дороги, и все они были значит, и захвачены нашим народом и нашими сопротивлением уже тогда. И сидели они, их держали в этих зданиях МВД и других зданиях, и где-то там в тюрьмах держали, их разоружили. И Россия тогда потребовала, вернее, попросила, мол, давайте, мы там все мирно, то все. Мы согласились тогда, я к чему это сейчас рассказываю, согласились тогда с ними, хорошо, ради мира, ради того, чтобы не воевать, что если вы больше не придете, и давайте договариваться. Все, мы отпустили их солдат, передали их, это был 91 год. После этого дальше как пошло развиваться стали события. Как только они ушли, через некоторое время снова они начали на нашей территории через своих агентов разные провокации проводить. Они взрывали разные наши подстанции, они взрывали разные там мосты, то есть они делали, терроризм. нападали на какие-то, даже на телевидение захватывали. То есть такую вот проводили, и в этом участвовали агентуры, российская агентура из числа чеченцев. Ну, естественно, и русские, потому что там и русские были тогда. И это длилось какое-то время, но оно было как бы жестко пресечено всеми нашими людьми, подавляющим большинством. И тогда, когда после этого все там договорились, что больше это как бы не будет, ну, мы думали, что
с ними можно вести переговоры, встречались в разных городах, там в Сочи, Туапсе, там потом в Москве, там разные встречи были, вели переговоры о установлении наших отношений. Несмотря на это, эти провокации продолжались параллельно. И потом они организовали вот эту бойню в пригородном районе Владикавказа, Осетии, и там, значит, ингуши, которые проживали, они начали их бить, избивать, там, убивать, выгонять с территории Осетии, как будто бы это делали осетины, только сидели там на этих машинах, а управляли всем, это, конечно, русские или другие там водители танков и БТРов. И там они, когда вот это все развязали, и вот эта вся война, там очень сильно они, в общем, покалечили людей многих, ингуши об этом хорошо знают, то после этого они все хотели заманить, в принципе, наш президент первый Жагар Дудаев и другие там говорили, что это вопрос не против нас, они могут сунуться к нам. И мы тогда, предупреждая эту ситуацию, выставили свою оборону на рубеже там 40-50 километров от границы. И как ожидалось, они вторглись, несмотря на ничего, вторглись снова, хотя договорились, снова вторглись на эту территорию, и когда увидели сопротивление, что будет, они тогда был там премьер-министр Гайдар, помню, с ними договаривались, обговаривали, зачем, что, почему. Короче говоря, это уже была вторая агрессия на нашу территорию, и мы их тогда, собственно говоря, можно сказать, давлением и политическими вот этими переговорами выдавили. Это второй раз был. Потом, в третий раз, я это почему рассказываю, для того, чтобы проследить вот параллель. Да, интересно. Значит, в третий раз они уже 26 ноября организовали снова через своих бывших этих агентов влияния, бывших коммунистических руководителей и их отребья из северного и из центрального, значит, районов республики. Они организовали 26 ноября массовый поход военный для того, чтобы взять власть и захватить ее. Но они были снова разбиты наголо, были разбиты, захвачены в плен, и потом снова они затребовали у нас, чтобы мы дали им возможность, ну, подумать, отдайте наших солдат и все такое. А башни от их танков и БТР валялись по нашим площадям и улицам тогда. То есть они поняли, что так просто им ничего здесь не достанется. И потом приезжали их депутаты, в том числе и Жириновский, и другие, все просили, дайте нам вот депутаты вот этих пленных, вот этих пленных, чтобы сказать, вот мы поехали, оттуда, мол, освободили, как бы, значит, пиариться хотели. Мы им давали эту возможность, это вот была, скажем, третья агрессия, и третья агрессия вот так вот завершилась, то есть, представьте, 94, 92, 93, 94 год это был. Это все это время были провокации, взрывы, потом какие-то вертолеты с этими какими-то там бандитами, которые просили там деньги, мол, они просили, хотели, вроде бы это были чеченцы. Когда мы заявили, давайте вместе будем ловить, они, значит, тут же умолкли. Москва умолкла. Вот третья агрессия это была, и потом, про которую я говорил, и потом 11 декабря Москва начала полномасштабную агрессию с 3-4 сторон, она вошла и вела свои войска и начала масштабную войну. Она бомбила со всех, как говорится, возможных орудий, которые у них были, кроме атомных, они использовали все, химические, другое использовали, убивали наших людей. Представьте себе, как мирное население убивали. Они взрывали дома, они взрывали больницы, школы, что угодно, значит, они били, ничего они не жалели, а всех захваченных пленных, есть такой ЦРМЗ, был такой цех, они туда заводили людей, ставили их, и на их примере они разбегались, показывают, там снимали видео, разбегались сходу, чтобы расстреливать людей, учились. Вот такое зверье, представляете?
Это уже была четвертая агрессия, и это началась 11 декабря и закончилась, собственно говоря, в 96 году, в декабре месяце. Хотя 6 августа они были уже 96 года повержены. 6 августа они были полностью повержены, и почти 500 000 их армия, которая там находилась, была практически окружена и могла быть уничтожена нами. Но мы вновь, вот, представьте, вновь, чтобы быть, показать себя благородными, сказать, что мы не являемся такими кровожадными, что мы хотим мирно жить, снова эту армию отпустили. Приехал их там Лебедь, госсекретарь, который у меня был там, да, и долго говорили о том, о сём. Потом они вели эти переговоры в этом Хасавюрте, там подписывали. Основное значение приезда Лебедя было это вывод российских войск, уговорить нашу сторону договориться. Договорились, что она выйдет, а они документ подписали, Хасавюртское соглашение, совершенно ущербное для нас, собственно. Наши люди в этом отношении делали ошибки. Некоторые не понимали, к сожалению. Мы же в этом деле не были, как говорится, поднаторевшие, как они веками, которые делают. Но в любом случае такие ошибки делали, как будто мы там являемся чуть ли не частью этой России. Но армия их вышла, а некоторые наши деятели, которые сейчас находятся здесь на Западе, себя изображают, мол, патриотами, властью нашего народа, тогда заявляли, что они хотят оставить 2 бригады, чтобы там оно было. Надо так сделать. Мы не требуем нас признания нас. Это вот Закаев и его компашка это Да, заявляли. было такое, да? Да. И Интересно. теперь они эти вещи тогда заявляли еще. Но тогда они то, что он говорил, и он или другие, этого не воспринимал никто. Воспринимали его как артиста, как всегда, что он там всякую непонятку несет. Потом взяли, народились, какой-то платок с арабской вязью там начали пропагандировать, бегали. То есть, таким образом, в 96 году получилось так, что они вынуждены были убраться, и мы остались уже в ситуации, когда нужно было очередные выборы проводить, потому что первый президент погиб, это российская армия, они убили его, первого президента. Потом вторые выборы после его смерти были назначены на январь-февраль 97 года. Прошли эти выборы на основе нашей конституции, на основе наших законов. И эти выборы по наблюдениям ОБСЕ, Организация по сотрудничеству и безопасности Европы, все эти страны, миссия их была, присутствовала, и на этих они, значит, вывели свое решение, что выборы прошли законно, с соблюдением норм всех правил. И с этим, значит, выбором чешский народ поздравил и Россию, и другие страны мира. Но несмотря на это, вот лицемерно Россия снова что делает? Она берет, окружает нашу территорию по всему периметру, не выпускает наших людей. Мы не можем где-то какие-то контакты, это физическая блокада, так? И мы пытались с ними как-то договориться, нет, они все еще пытались нас в этой блокаде снова втянуть, и чтобы мы подписали с ними какие-то документы, что мы входим туда, в состав этой России. С ними все же был подписан договор о мире 12 мая 1997 года. Вот Масхадов подписал, президент, и этот Ельцин. Но дело в том, что наша сторона этот договор ратифицировала, то есть сделала его обязательным законом, а Россия, его не ратифицировала. А это имеет важное значение с точки зрения права, законности. Они его не ратифицировали, они его бросали туда и сюда, и говорили что угодно, но не так. И снова в 99 году, 17 июля, они снова, как говорится, организовали нападение на нас, 17 июля 99 года. И они уже начали бомбить снова людей, убивать. Была такая вот тяжелая ситуация. На весь мир они об нас говорили, что мы бандиты, террористы,
что чеченцы это исламские фундаменталисты, что только не говорили. И вот они всю вот эту вот пропаганду проводили по всему миру, и остальной мир фактически до нас как бы не было дела. Хотя мы им говорили, ездили по всем разным странам, в том числе и я, рассказывали, они говорили, что скоро Россия станет хорошей, демократической, и мы вместе эти вопросы решим. Мы в это не верили тогда, совершенно не верили. И так оно и получилось. Какая могла быть вера? Они, значит, развернули эту атаку 17 июля 99 года. И потом начали обвинять нашу сторону, чеченскую сторону, что мы организовали на них нападение. Когда они организовали нападение на горные села Чабан-Махи и там другое соседние два села, добровольцы во главе с Басаевым, известным Басаевым, по призыву этих людей пошли туда. Но пошли они туда, обратите внимание, не до 17 июля, а 6 августа, почти через, скажем, 20 с лишним дней. И Россия тогда на весь мир начала кликать и говорить, что это, оказывается, чечены снова напали на Россию. Вот эти параллели мы наблюдаем сейчас. Вот Минские соглашения с Украиной, это Стамбульские соглашения, потом вот эти вот Будапештские соглашения. Какие с ними не делай соглашения, что не делай, они всегда и всегда только выжидают оттуда, потом накапливают в себе какой-то удар, снова собирает своих вот этих друзей по, скажем, по своему мировоззрению и снова начинает атаку. Вот Да? какие были здесь параллели, я хочу сказать. Разрешите? Не такие, но не параллели были другие. Не было параллели в том, что тогда не было никаких возможностей, как сегодня, вести информационную пропагандистскую работу, обличать, скажем, Россию в том, что она делает. У нас не было ни радио, ни интернет, тем более тогда не был, так? И все, что мы там делали, где-то корреспондент давали информацию, которые там были, хотя их много там было, давали информацию. А это пока дойдет, скажем, до этих стран, пока они там задумаются. А здесь, чтобы мы могли им что-то, ну, куда-то мы звонили, я помню, мы звонили, говорили, но это уже была капля, даже не капля в море по всему тому, что есть сегодня. Сегодня Украине, кроме этого, еще помогает, вот эти западные страны, еще это помогает, ну, как мы видим, и этого недостаточно, надо более жестко в этом вопросе подходить. А теперь и помощь, которая была Украине, эту Украину, значит, эту помощь они как бы, значит, сейчас заблокировали, и сейчас они требуют за нее, чтобы Украина платила. Так это же проблема, которая должна решаться с точки зрения международного права. Это же обязанность всех стран мира, которые в 90, скажем, 45 году приняли это современное международное право. Почему же они все это переводят, скажем, на плечи самого украинского народа? Поэтому я думаю, что остальные все народы из бывшего Советского Союза, да и остальные народы должны объединиться против этого и потребовать, чтобы эти вопросы решались, а не навязывали Украине, чтобы она могла отдать свои территории, обмен территорий. Что, нет современного международного права? Вот в этом рассуждение. Первое, что я говорю, в этом была параллель. Аслан? Да, совершенно верно. Если нет международного права, то лидер свободного мира становится главарем свободного мира, а не лидером. Я, знаете, хотел сравнить, именно окончание войны меня интересовало, просто возникли у меня такие ассоциации, параллели, дежавю, и я подумал, что лучше вас никто мне не ответит на эти вопросы. Ну и наших подписчиков предлагаю тоже задавать вопросы на эту тему. Украинцам это будет очень интересно. Знаете, что меня интересует? Вот вы сказали, что Россия не ратифицировала, чуть возвращаясь вперед. Если она не ратифицировала, то, значит, фактически она, значит, имела право спокойно снова на нас нападать, получается, так?
Повтори вопрос, пока я Ну, пропустил. если Россия не ратифицировала договор о мире и принципах взаимоотношения 96-7 года, подписанный Масхадовым и Ельциным, этот договор, значит, она имела право заново нападать? А, Нет, Окей. она не имела права нападать и в принципе. Ну да. Потому что с точки зрения международного права, принцип права народов и все такое остальное, и 1975 года принципа Хельсинского, никто не имел права изменять границу с внешней стороны, установившейся после Второй мировой войны. Могли только создаваться новые государства в случае, значит, согласия этой власти, этой страны, которая есть. И мы таким образом, так как эта власть сама исчезла, мы создали свое государство, как и другие новые независимые государства, скажем, среднеазиатские, закавказские, Украина, Белоруссия, другие, да вот так мы тоже свое государство создали, они не имели права на нас и вообще и нападать. А то, Да. что ты говоришь, это да, они и здесь, там, они, это можно было рассмотреть как, ну, как сказать, Хитрость. формальность с точки зрения их государства. Они могли бы уже потом говорить, вот здесь принят такой закон, в смысле ратифицировали, и мы не имеем права туда идти. Это должно было быть сделано потом так, они должны были изменить этот закон. А президент тогда не имел организовывать нападение. Вот о чем это было. Вот. Я знаете, почему задал этот вопрос? Сейчас человек, изображающий незаконно на представитель нашей власти, которого чеченский народ не поддерживал, не поддерживает и не будет никогда поддерживать, Ахмед Закаев, он говорит, постоянно про этот договор говорит. И как-то их российские там разные пропагандисты, я их там слушал, и они сказали, что а вы знаете, почему Путин до сих пор не отказался, не отказался этого договора о мире и принципах взаимоотношения? И у меня сейчас возникла мысль, что не попробуют ли они сейчас, как бы идя на уступки, сделать вот это, ратифицировать его и поднять его заново, чтобы как раз Илларионов тогда такой же поднимал этот вопрос. Поэтому такая мысль пришла в голову, решил Но, задать вопрос. Да. да, об этом они говорили много раз, но это для тех, кто не понимает. Если договор нарушили, а они его нарушили тогда же, так? Они вторгли на нашу территорию, захватили, потом после того разных провокаций им удалось эту территорию захватить и насадить там марионеточный режим, так? И Да. то, что они там творят и делают, нам тоже известно. И как можно, если договор, который был тогда нарушен, все, его Заново. больше нету. Нет, Все, да. откуда может быть? Ну, Если, как говорится, двое подрались, одному набили морду, а он говорит, давай вернемся назад, как было до этого дружба. А куда девать то, что ты набил морду? Вот что получается. совершенно Так что верно. они здесь игру какую-то ведут. Это невероятные вещи, ну, скажем, дилетантского уровня. А Мгм. другое дело, если это будет, скажем, новый договор с легитимной властью, Мгм. избран нашим народом, а не с каким-то там самозванцами, еще они там крутят. Вот о чем Понятно. речь. Все понятно. Спасибо. Спасибо, Аят. Аят, вы рассказывали как-то у меня в стриме сам процесс переговоров. Вы говорили, что постоянно использовались какие-то уловки, вас пытались похитить, вызвав на переговоры, предлагали деньги вам, другим, угрозы были. Короче, все было. И постоянно то бланк подсунут, где Россия написано, то еще какую-то хитрость используют. Расскажите, какие хитрости, какие трюки применяла Россия во время переговоров, и которые она 100% будет сейчас применять и в Минске-1, и в Минске-2 применяла, и сейчас, в Минске-3 сейчас будет применять, если он состоится. Но здесь, да, были вот то, что ты сказал, все, я об этом рассказывал. Да. Несколько, там дело было так, что когда после Буденновска было решено, значит, провести договор и установить мир между нами, так вот было. И блок военный, этот блок, договор был разделен на 3 блока: военный, политический и экономический. Мгм. По блоку военных вопросов туда были направлены
4 человека. И по первому вопросу, где было записано, что вот поход Басаева, они рассматривали поход Басаева в Буденновск, забыв рассмотреть поход России, нападение еще с 91 года, да, агрессии. И о том, что они до этого поубивали столько наших людей, почти тогда, к этому времени, около 100 с лишним тысяч человек они убили. Тогда был у нас подсчет, так? 120 И, я слышал. Это верная цифра? Около а? 120. Около 120 Да, мы тысяч. потом подсчитывали по итогам этого где-то около 125 тысяч Это человек. первая Да, русско-чеченская. да. Здесь так называем первый, хотя это была четвертая Четвертая. агрессия. Мгм. Да, да. Ну, широкомасштабная, большая, первая Да, агрессия. да, да. Широкомасштабная. И после этого, когда они, собственно говоря, перехитрили наших людей, с одной стороны, Мгм. а с другой стороны в нашей команде оказались лазутчики, Мгм. которые вот этот вопрос муссировали. Там они, значит, поехали, встретились с Басаевым, а Басаев им сказал, эти им сказали, что, ну, то есть там такая была возможность встретиться с Батаем через его брата или вместе с ним. И они ему сказали, вот они говорят, что надо подписать вот такой протокол о том, что он террорист и бандит, мол, Басаев, так, и что Мгм. мы его будем ловить. Надо вот на него, мол, все это свалить. Мгм. Ну, поехали к нему, а те говорят, вот так. А один из них, который был во главе тогда делегации, Имаев Усман, он сказал Басаеву, вот я лично с ним разговаривал, сказал, что надо так сделать, потому что они все уйдут, а потом, мол, я это все решу на международной арене. С какой стати оно это мог решить? То есть он фактически обманул, и эти подписали этот протокол о том, что, Басаев оказывается, террорист. Басаев, все террористы, которые пошли в Были туда. Буденновск и хотели дойти до Москвы для того, чтобы, не для того, чтобы убивать их, а для того, чтобы остановить войну и мирно решать отношения между странами нашими. Мгм. Вот что было там. Принуждение к миру это Да, называлось. да, да. Это, и тогда это не получилось, но это на этих переговорах. И тогда после этого все были возмущены этим делом. И я был, значит, я как председатель парламента тогда, и мне президент предложил войти в эту делегацию очередным пятым человеком, потому что там нужно за этим как бы, значит, следить и смотреть. Ну, я согласился, вошел в эту делегацию, они своего, Россию туда впихнули еще одного красного помощника Ельцина, я как помню, как сейчас. И затем, когда приехал туда, обнаружил, что они как-то там ведут какие-то вот постоянные хитрости, уловки, подсовывают то такие документы, то эти, то, значит, убирает название нашего государства, меняет на другое. Или они, значит, говорят, вот давайте подпишем, вот привели туда бывших этих коммунистических руководителей команду Чеченской республики, Завгаевская. Их там посадили, мол, она, мол, эта делегация, ваша делегация, а Россия якобы посредник. Представляете? А мы, конечно, этот вариант не приняли. Тогда они начали, не приняли, они настаивали на этом, это было убрано. Они там пытались создать ситуацию вот невозможности вот разговаривать. К примеру, невозможность, потому что я, к примеру, требовал, чтобы название нашего государства было полным, а не так, как они. Или, значит, чтобы вот это условия, которые они определяют, неприемлем. Хотя я и не спорил с ними, и не скандалил, они всячески пытались это делать. Когда ничего не прошло, их бывший тогда министр Куликов, он лично, я уже понял, что они там что-то крутили-вертели, понял, он лично даже мне подошел и просил, чтобы я подписал этот трехсторонний договор, и тогда, мол, для себя будет, он там больше, многозначную цифру день написал, 2 роты охраны. Я в очень строгой форме ему сказал, что вы, мол, это через кровь, которую пролили мирных людей и наших людей, сели в это седло при министра. Вы захлебнетесь этой кровью, я это не подпишу. Так что там получилось вот такое.
и потом были, да, разные разговоры, там много было моментов, потом они пытались, значит, всячески изолировать меня или других, кто там им мешал. Но дело было в том, что когда я уже шел на эти переговоры, уже после вот первого протокола, был подписан указ президента, в котором было сказано, что в случае неподписания с нашей стороны хоть одним человеком этого протокола и договора, он не имеет действительную силу. Но и это было, и другое. Так что они делали, много было и других уловок. Сейчас здесь все не расскажешь, так? Они делали, они ничего не стесняются, они грубо, прямо говорят и считают, что если ты грубо, прямо тебе сказал, от неожиданности, что ты прозреешь и согласишься с ними. Вот такая у них вот такая позиция. Поэтому здесь надо быть очень осторожным в отношении с Мгм. этими людьми и с этой российско-имперскими этими деятелями. Да, абсолютно точно. Вот Минск-1 был, Минск-2 в Турции там подписывали, и они Да-да. выкручивали украинцам руки, там тоже виляли их там, и так далее, как угодно. Когда вот наступил мир, вывели войска, до единого полностью наша территория была освобождена от оккупанта, а, у нас сформировалась такая военная элита, можно сказать, и политическая тоже, потому что некоторые самозванцы или некоторые агентура, которая была и политическая, и военная, они разошлись, а появились настоящие, да, и вокруг Дудаева, вокруг вас сформировался такой костяк и военных, и так далее, и так далее. И как мне рассказывал один мой уважаемый товарищ, что происходили, ну и некоторые случаи были известны, некоторые не очень, и командиры были не все такие публичные фигуры, известные лидеры, военные, я имею в виду. С ними начали происходить странные смертельные случаи. Один в ДТП погиб, другого вызвали куда-то, застрелили, другой там в разговоре как будто случайно выстрел произошел, может быть случайно, но произошел. И вот самые-самые, которые России наносили вред, реально воевали, реально являлись врагами России, не как у нас некоторых называли, как вы помните, рекламные боевики такие у нас назывались. Не рекламные, а настоящие воины, настоящая чеченская армия, офицеры чеченские. Они погибали по разным обстоятельствам. Некоторые, ну, разные были ситуации. Что вы скажете, если бы сейчас остановилась бы война вот на линии разграничения, сейчас уже об освобождении всей Украины, к сожалению, речь не идет пока. Если остановится эта война, что может грозить вот этим военным лидерам и политическим лидерам, если они такие в Украине имеются? Как вы считаете? Ну, что им можно говорить? Это должен уже решать суд, это должен решать законом, который есть в стране, так? И Мгм. отношения, это все прописано. Это прописано в международном праве и в законодательстве. И если есть какие-то причины для этого, это должен решать суд. А если они действительно совершили преступление, предательство, то это уже каков у них будет Нет. Я не про предателей, я имею в виду о гибели наших командиров, которые странным образом погибали. Они реально были врагами России. Ну вот это перемирие между... У нас два случая там таких вот целенаправленных. Ну, много чего было. Была криминогенная обстановка, такая повышенная, там агентура засылалась, плюс пропаганда велась, нас переводили из демократов в ваххабиты нас переводили, по крайней мере, для всего мира нас такими представляли. И происходило одновременно убийство наших лидеров, командиров, я имею в виду, командиров, там покушения, стравливание происходило тоже, по-моему, когда командиры или какие-нибудь политические, не связанные с Россией, я имею в виду, наши люди, настоящие, которые, не симулякры. Вот про это можете мне рассказать, что вы знаете? ну, что здесь говорить? Это могли быть столкновения, потому что были разные интересы и отношения к нашей ситуации, понимаешь? Вот бывает даже те, которые в ходе войны, вот там ты говоришь, что там было
после войны у нас, оказывается, появилось 120 тысяч Воинов. да. Хотя было, ну, максимум 30 тысяч, может быть, и остальной весь народ нам помогал, так? Да. А здесь и потом, и когда они себя там выставляли, то все, и, может быть, там какие-то личностные отношения могли быть. И, конечно, могли быть и провокации со стороны тех, которые видели вину этих командиров в чем-то, потому что там же находились люди, они же были тоже, большинство чеченцы, так, и Конечно. они могли где-то там подсидеть или подстрелить их. Это все бывает в ходе военных действий, и в таком военном положении это может быть и было, это я согласен с тобой. Но это же надо расследовать, это же надо смотреть. Так просто вот нельзя сейчас говорить, что я могу сказать про это, только это. Знаешь, я, допустим, не знаю ни одного случая, чтобы можно было бы где-то сказать, ты виноват или ты не виноват, тот погиб, этот погиб, у этого граната взорвалась, эти поехали в горы, там сидели, шашлык кушали, и там было такое, даже наш министр иностранных дел, что-то там случайно у них граната там была, взорвалась, все трое погибли. Были такие случаи, я это помню, как сейчас, да. Ну, Мгм. сказать, расследовать это, узнать это. После войны, даже когда погиб вот первый президент, второй президент, расследование по этим делам было поручено, а оно до конца не было доведено тоже. Ну, в силу разных причин. То Мгм. война начиналась, то еще что-то не было достаточно информации, которую нужно было запросить у России. Россия этих бандитов, которые вот совершали вот такую вещь, они забирали их себе в Россию, и когда мы просили их выдать назад, они молчали, они отдавали. То есть здесь было, это была тоже вот эта военная ситуация, которой они давили на нашу страну, на наше государство. Вот что это было, Аслан. Спасибо. Аят, вот вы 2 года в тяжелейших условиях на маленькой территории, 17 тысяч квадратных километров против, по-моему, 17 миллионов квадратных метров, с российской территории, вели, тяжелейшую войну, да, при помощи всего народа. В принципе, сейчас и Украину мы видим, что весь народ, практически большинство украинцев поддерживает свою армию, свою страну и так Да. далее. И, каково ваше было ощущение, Аят, когда в этом мире никто вам не подавал руки, имеется в виду помощи, не протягивал помощи? Наоборот, говорили, что оставайтесь с Россией, что вам не нужно, хотя юридически, фактически вы были правы. И эти же страны, эти же «Голос Америки», «Радио Свобода», я их сам слушал в то время, они всегда поддерживали нас, никогда не называли террористами, всегда говорили борцы, там, потом начали говорить там повстанцы, там вот такие разные там использовали борцы за свободу, Дудаева очень так уважительно относились. И какое ваше было ощущение, когда вас оставили один на один фактически, и без оружия, без денег, и только трофейным оружием приходилось воевать по большей части? Что вы ощущали? Скажите, пожалуйста. Ну вот Какая я скажу это, невероятная ситуация. да, я скажу это вот на примере вот таком. Когда в 99 году 17 июля снова российская армия вторглась на территории Чечни и, значит, начала свои военные действия, самолеты, там пушки, поднимались на возвышенность, обстреливали, ночью делали налеты. И вот в это время мы уже вот собрались, я тогда тоже, как бывший председатель, был член Госкомитета обороны, и где-то в октябре, ноябре, сейчас точно дату не помню, собрался Госкомитет обороны, на котором обсуждались все вопросы с тем, как вести оборону, что делать, ну, какие нужно, были президент, вице-президент, все командующие фронтов и командиры полков, кто там были, все. И когда вот после долгого обсуждения всех этих вопросов
было сказано, что это все, значит, собственно говоря, такой план должен быть у нас, как вот договорились, то потом они перешли к другому плану, это произвольно так произошло. И вот несколько человек из них встали и сказали, что если мы даже сейчас вот при вот этом нашем существующем плане снова выдворим этих русских с нашей территории, и если остальной мир нас не будет поддерживать, то мы снова окажемся еще в худшем положении. Нам необходимо, чтобы на Западе и остальном мире нашу страну признали, если мы ее как положено создали, почему мы ее не делаем так, почему наша внешняя политика такая, мол, слабая. То есть я хочу сказать, все эти командиры, которые вышли на смерть против врага, и их подопечные, все они думали о том, что необходимо, вот их что необходимо, чтобы остальной мир признал наше государство, и что оно было создано в рамках международного права, и всю эту клевету развеять, которую на нас вот постоянно вот так вот значит, наклеивал, скажем, Кремль. И тогда на Запад были, тогда уже выехали на Запад люди некоторые, кто их направлял, я не знаю, но практически выехали, говорят, тот уехал, тот уехал. И там мы решили, что надо, что необходимо туда направить меня и еще некоторых людей. Там они решали. Я тогда говорил, что туда уехали. Нет, 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 они все захотели, чтобы мы уехали туда. Видимо, в основном, потому что этих людей мы знали. Мы в ходе всей войны были с ними вместе. Организовывали конгрессы, организовывали разные встречи, на всех госкомитетах обороны были. Эти люди знали нас. А те люди, которые уехали, они не участвовали в этих делах, и они хотели, чтобы мы приехали. Я там и другие. И когда мы приехали сюда, что мы обнаружили? Мы обнаружили, что 99% людей, которые сюда выехали, практически работали на Кремль. Не прямо, может быть, не понимая, вот говорят, не понимая или понимая, вся их деятельность была направлена или она из себя выставлялась как деятельность в пользу Кремля. Вот что мы обнаружили. Поэтому эти работы нами был дан сильный удар. Мы против этого выступили, говорили о разных мероприятиях, встречались, говорили. Даже одно время, в 2001 году, кажется, это было, Совет Европы приостановил деятельность российской делегации. По этому поводу было много разных дел, и рассматривалось оно очень серьезно и ООН, и там. И в конечном итоге вот эта ситуация вот раскручивалась, и тогда сюда на Запад Россия стала засылать своих агентов тем или иным путем и из нашего числа, чеченского числа. Под Вот видом они ичкерийцев. заехали сюда, Под видом ичкерийцев. под видом ичкариста или под других там, значит, бойцов, ну, собственно говоря, беженцы, но которые практически не признают наше государство, практически. На словах одно, а в документах, в действиях видно другое. И эта работа вот ведется здесь на Западе, и им, как бы, значит, на Западе потворствуют тоже некоторые здесь политические деятели, и потворствуют бывшие политические деятели, ну, скажем, даже они и в Украине существуют, мы это знаем. Поэтому с этими людьми надо быть очень осторожно. И такое для нас оно не ново. Мы знаем, что это есть не только в Украине и у нас, но они есть и везде, по всем странам бывшего Советского Союза, да и остального Запада. Потому что агентура России везде работает, работала и сейчас делает. Но мы боремся против этого аргументированно, доказательно, с примерами, как это надо делать, и делаем эту работу. Вот что происходит здесь. Вот мой ответ тебе на твой вопрос. Спасибо. Спасибо, Аят. Самое главное, вот особенно, да и во время войны, и в послевоенный период, он даже самый тяжелый, когда очень много молодых ребят, которые вернулись с фронта, которые умеют пользоваться оружием, увидели смерть очень близко, в глаза ей смотрели, как говорится. И в это время против нас началась вести очень такая
оголтелая, такая мощная пропаганда. Она и включала в себе по дискредитации от Дудаева, все я как сторонний наблюдатель, как рядовой гражданин, как человек, который потреблял эту пропаганду в большом количестве. Могу сказать, что там про Дудаева там что только не говорили, даже после смерти говорили, что это агент там Кремля, что он там засланный еврейским сионизмом, там еще кем-то. И потом у нас засылалась в большом количестве пропаганда, литература разного толка. Все назывались не мусульмане, сперва было так, что назывались там все врагами. Ну, потихонечку, там песни разные начали появляться. Ну, короче говоря, пропаганда была. Сейчас я это понимаю, когда сейчас уже сам сталкиваюсь со всем этим и уже имею какой-то опыт, что это было не просто так все. Да, использовались мы все, молодежь особенно. И вот как обстояли дела? Вот, например, у нас есть известный Удугов, Россия говорила о том, что этот человек является единственным, победил информационно Россию, он заявлял, о нем говорили. Теперь я понимаю, что просто так Россия про своих врагов не говорит такие вещи. Может быть, тогда была другая ситуация, может, тогда демократия в России была. Как обстояли дела с пропагандой и антипропагандой, противодействию этой пропаганде? Ну, это одна, собственно, такая комбинированная Гибридная. работа, да, гибридная, которая ведется и словесно, и через печать, и через разные слухи. Это все делалось, да. Но это же и как в жизни бывает, а эти все же это возвели утонченно, это все делает наш враг, Да. который хочет ликвидировать наш народ, хочет убить его, чтобы он исчез. Ему он мешает, наш народ им мешает на Кавказе, мешает. Тот же Потому что, Невзоров принимал участие. а? Невзоров принимал, гражданин Украины нынешний. Да, вот я знаю, что он принимал, вот недавно вот читал его он там говорил, что Жахар Дудай ошибся в своем народе, он Да. ошибся. Я вот хочу сказать, Жахар Дудаев не ошибся, это вы ошиблись. Это вы, когда заявляли там, что надо всем чеченским воинам уши отрезать, советовали Да. своим бандитам. Так что вы не смейте эти вещи говорить. Мы хорошо знаем, о чем идет речь. Здесь, если вы изменились, то вы должны извиниться за свое поведение, которое вы раньше делали. А теперь из себя корчит, тогда были таким, теперь хорошим, так не выйдет. Покажите, что вы были неправы тогда, скажите тогда. А что вы мне здесь, там, говорит, Жахар Дудаев, это, кто вам дал это право, говорит, и какое вы имеете понятие в этом? Вы никакого понятия не имеете. Да. Вот и все. Совершенно верно. С пропагандой, как у нас, борьбой с пропагандой обстояли дела, Аят? Мы уделяли достаточно или, на ваш взгляд, мы все-таки упустили этот момент? Не было интернета и ресурсов не Вот у было. нас не было, у нас были разного рода газеты местные, каждый день они выходили, свободно любая газета там что угодно писала или там, собственно говоря, оценку давали по ходу. Потом выяснялось, что некоторые из них были агентурные газеты. Теперь смотришь, этот человек где-то там, что-то там был. А Да, вот да. смотришь, он такой газетой носился. Так что вот такие дела были, да. Ну, чтобы, конечно, вот наши вот службы, наши информационные и другие службы, они должны были эту работу вести. И вот эти наши государственные сайты, вот, к примеру, государственный сайт Чеченпресс, Закаев присвоил себе и уже не имея никаких оснований, он назначает сам себя премьер-министром при жизни президента или назначает каких-нибудь депутатов, какой-нибудь парламент назначает. И вот это все, оно как бы, значит, оказалось вот в такой ситуации. Но мы вот против этого аргументированно все это выкладываем, боремся, говорим. Они эту работу ведут, но, естественно, всем этим людям помогает Кремль, потому что они их обслуживают. Как говорил наш президент первый, они Да. отрабатывают это. Это понятная ситуация.
Спасибо, Аят. Как-то Джахар Дудаев. Друзья, я вам напоминаю, вы можете задавать вопросы, а то я увлекся, мне очень интересно, я задаю вопросы, и будет интересно послушать и ваши вопросы. Мы всегда просим, каждый наш стрим просим, чтобы вы непосредственно принимали участие, чтобы разговор был живой, чтобы он был честным. Только честность нас интересует и правда. Поэтому задавайте вопросы, желательно по теме, которую мы обсуждаем. Ну и вообще здесь был один вопрос, а я его задам. Но перед этим я бы напомнил бы, о чем сказал Джахар Дудаев, который это уже фраза стала крылатой, об этом много говорят, постоянно об этом и украинцы говорят, что Дудаев сказал, что Россия еще в Крыму будет бойня, и Россия и Украина схлестнутся на непримиримых позициях, он сказал. И вот это слово «непримиримые», по-моему, очень-очень сейчас подходит, потому что украинцы абсолютно правы, у них погибло столько людей, ну, просто невероятное горе им на ровном месте принесли русские. Россия, империя, в Украине есть русские, которые воюют за Украину, гибнут за Украину, получают увечья. Это все граждане Украины, которые на стороне добра, на стороне света. И вот такой вопрос. А что думаете про встречу на Аляске, говорит вот нам один тут подписчик. Пожалуйста, ответьте. Я просто не смог пройти мимо этого вопроса. Если можно, А, скажите об этом. Ну, здесь много было мнений по этому поводу. С одной стороны, мне кажется, что здесь две позиции есть. Но если меня спросить, не надо было встречаться с этим преступником, и не надо было, значит, уменьшивать помощь Украине, чтобы надо было помочь Украине, чтобы изгнал этого врага со своей территории. Да, Теперь, если уже встретились там, якобы посмотреть, так как мы хотим, чтобы нам платили за наше оружие, нам все, то тогда надо было бы, с моей точки зрения, не идти на поводу у них, как бы еще я не могу сказать, что полностью они пошли на поводу, но в какой-то степени надо было бы вначале, прежде чем делать эту встречу, надо было обеспечить Украину полностью оружием, так? Надо было заставить остановить войну, так? Надо было и нескольких других моментов, которые требовал там, чтобы выполнил Путин. И после этого только его приглашать или встречаться с ними. А так получилось без всех этих условий. Путин свои условия бомбит, убивает, идет встреча, а он там людей убивает, убивает. В этом, мне кажется, ошибка. Я не говорю, это что намеренно сделано, но это ошибка. Вот что, мне кажется, надо было сделать. И поэтому эта встреча, с моей точки зрения, была неправильна. Надо было ее организовать таким образом, чтобы человек, который пришел, не вел себя там, как будто он хозяин этого положения, что вот, мол, давайте вы это, все эти, мол, свои, эти, как их, территория. не территории, а эти базы отведите от нашей страны туда-сюда и все такое. Какая страна? Как вы ее создали? С какой точки зрения? Вы где ее создали? По каким правилам вы создали эту страну? И как вы начали убивать всех людей и даете своих людей? Позахватывали вот эти все территории, которые есть сегодня в самой России, эти многие территории, они практически обманули эти народы и захватили, не дали. Нам только удалось это тогда сделать, а остальные они позахватили. Потом они еще совершили государственный переворот сами в 93 году, расстреляв Верховный Совет тогдашний, который Да. хотел как-то привести в чувство эту власть Ельцина и его. Они его расстреляли, все эти договора убрали и новую конституцию незаконным образом приняли путем опроса населения, что не имеет юридической последовательности. И теперь на основе этой конституции они что-то еще хотят делать, да еще сидят в Совете Безопасности ООН. Какие разговоры? Как можно было вот это? Есть оно, это международное право или нет? Сейчас ставится под сомнение. И в этом, оказывается, вина может стать вот эта самая большая и великая страна. Почему это делать? Вот я так считаю.
Да, совершенно верно. И если говорят о том, что я хочу сохранить жизни, я хочу сберечь Да-да. жизни, то хотя бы на этот день переговоров войну нужно остановить и потом уже подавать руку и Даже расстилать красную это дорожку. уважение отношений Соединенных Штатов Америки не сделал этот бандит. Да, Вот что можно сказать. да. И если бы ему предложили бы это сделать, я думаю, он бы сделал бы это только лишь, чтобы прилететь в Америку и пожать руку и Но стать не знаю, снова не знаю. Но, по крайней мере, он это не сделал и начал не сделал. убивать людей, продолжил в Мгм. тот день убивать. И во время встречи вот в Вашингтоне убивает. Вот в чем дело. Это же видно, это же хамство высшей степени и неуважение к той стране, с которой, значит, он ведет какие-то переговоры, Мгм. будучи неправым во всем. Спасибо, спасибо. Полностью с вами согласен, Аят. Скажите, пожалуйста, вот на встрече Зеленского и Трампа а, Трамп сказал, вы собираетесь проводить выборы у себя. И Владимир Зеленский сказал, пока идет война, у нас просто в соответствии с законодательством мы не можем пока проводить выборы, и поэтому вот придется. И Трамп так хитро улыбнулся, сказал, значит, если будет война, то не надо проводить выборы. Как вы считаете, он имел в виду, что Америка может вступить в войну, и ему не нужно будет проводить выборы, или что это имелось в виду? Вы слышали эту фразу? Нет, я слышал, что Зеленский сказал, если будут выборы, я буду участвовать в выборах президента. Это я слышал. Ну Он да. заявил такое. А если идет война, это нигде не может быть проведение выборов. Это не считается законным. С Мгм. какой точки зрения, кто может во время войны проводить выборы? Это невозможно. Это логично, это записано везде, это нельзя. В нашей Совершенно. Конституции тоже так записано, в законах так у нас тоже записано это. Мгм. Во время разговора речь начала идти о том, что в НАТО не пускают, ну, даем гарантии. И помня и про этот меморандум, хотя всего лишь меморандум и тоже такой подозрительный, но все равно одна из стран, которая подписала этот меморандум, на них напала, на Украину, а остальные как бы вроде бы помогают. Но, как сказал один украинец, был опрос на Deutsche Welle, смотрел, сказал, а где здесь английские или американские войска, если нам дали какие-то гарантии на территорию Крыма. Мы сами вроде воюем. Есть добровольцы, да, спасибо за помощь, но сейчас и помощь не дается. Как вы считаете, для чего даются гарантии, что Америка даст вот непосредственно прямые гарантии Украине, но не вступают в НАТО? Для чего? Я думаю, для того, чтобы обмануть Украину, Опа. как это было до сих пор. Зачем им их гарантии? Давайте гарантии оставьте себе, и давайте пусть сделает так, чтобы Украина стала членом Европейского Союза и НАТО. Вот это будет в какой-то степени гарантия, хотя, может быть, и не тоже неизвестно, будут ли они после этого даже воевать, потому что, ну, все равно это было бы жестко и правильно. Конечно. Но, но проблема в том, что на Западе боятся той КГБшной агентуры, российской агентуры, которая в большом количестве, нужно признать, есть в Украине. И именно они не дают победить. Мы 30 тысяч человек наши, на маленькой территории били врага так, его же оружием, трофейным причем. А здесь, ну, нельзя объяснить. Доблесть есть, мужество украинских солдат, воинов, парней и девушек есть, мотивация есть, население есть, оружие есть, все есть. Как так? Но здесь Можете? еще украинский народ, когда 14 годов они обманным путем там сформировали какой-то там референдум незаконный, так? Да, да. Зеленые человечки, все такое. Все тогда обвиняли Украину, что как так могло случиться, что вы не боролись, все такое. А видите, как они сейчас организовались и начали бороться. И украинский народ не отойдет от этого. Украинский народ не отдаст им это. Украинский народ невозможно денацифицировать, как они говорят, превратить в русских, как и любой другой народ.
Украинский народ – это народ, который во много-много, как говорится, сотен лет раньше, а то и тысяч лет был на этой земле и существовал, а русского такого народа, как такого народа практически нет. Это последние там 200-300 лет. Она обозвали себя Формировался. Екатерина II или какая-то, не знаю, назвали себя русскими и начали, а Украину называли Малороссией или Да, Украиной. совершенно верно. У Так что Украины это мощный не фундамент. да, да, это фундамент именно там. Поэтому украинцы очень это хорошо понимают. Мы все с ними беседовали, каждый украинец это прекрасно понимает, кто они, откуда они. И они не готовы, не то что не готовы, никогда не согласятся с тем, что они говорят. Это еще они пока полностью свой, как говорится, свой этот, свою мощь еще не показали. Украинцы еще не показали свою мощь и наполовину. Я убежден в этом. Так что им Знаете, лучше связываться с ними до конца. Они как говорил, потеряют все, русские потеряют все. А как украинцы говорил, должны показать всю свою мощь, когда, тогда они да, посмотрят. как говорил Джахар Дудаев, его величество украинский народ решает, а не Трамп или Да, Зеленский. Правильно? да, но я думаю, и Трамп поймет это все. Вот эти все детали, все зависит от тех деталей. Сейчас мы общие вещи говорим, зависит от Мгм, тех деталей, которые нам потом вот выложат и покажут, что это такое. Пока мы не знаем. Посмотрим. мгм. Тоже, интересный такой момент. Зеленский прилетел в прошлый раз в Вашингтон, в овальном кабинете он был не в костюме, претензии были, там обсуждение редкоземельных металлов, вот это полезных ископаемых, которые должны были, Зеленский должен был подписать там на 100 лет, по-моему, или на сколько там, какие территории разведанные. И для чего тогда это подписывалось, для чего это передавалось, если оружие продается Украине и при этом м, землями нужно поделиться, а Крым вообще даже не обсуждается. Крым за Россией остается якобы. Так вы. Ну, здесь я тоже вот не сказал, Мгм. как может идти речь о том, когда вот эти восточные все территории и Крым не обсуждается. Это что за переговоры такие? Это должно быть все освобождено. Ни одной Конечно, пенки не должно быть оставлено им. Ну, я не совершенно. знаю, сейчас не буду говорить, видимо, там это будет все прописано. Я Да-да. почему говорю, потому что мы конкретно документ на руках не имеем, просто только разговоры, поэтому не будем торопиться сейчас. Ага. А, м, и вот некоторые рассказывают, что вот Украину лишили ядерного, об этом вы тоже сказали, ядерного оружия лишили там и так далее, но фактически обещали защищать, не защищают, сейчас редкоземельные забирают, тысячами гибнут, столько слов было, и я верил, и я до сих пор верю, надеюсь, да, столько защищал, и Трампа защищал, и оправдывал, находил оправдание вот и всем их действиям. Ну вот атомного оружия нет у Украины. Как вы считаете, нужно ли ей попробовать Украине попробовать восстановить атомное оружие, чтобы стать, обезопасить себя, либо не дадут этого сделать? Нет, здесь такой вопрос. Если у Украины было это оружие, да, и Мгм. оно было передано Москве под условие гарантии, что на него не нападут, Мгм. то эти страны, которые давали эти гарантии, должны теперь дать возможность Украине создать свое атомное оружие, которое они позволили передать России. Или дать это оружие, Ну да, или например, пару дать это оружие, боеголовок. да, чтобы у них была гарантия безопасности, да. Или если это не делать, то решить вопрос иначе. Они до сих пор как бы, значит, ничего не решается. Ну, я сейчас такой момент, который я хочу сказать. Не будем еще до конца, как говорится, добивать эту ситуацию. Посмотрим еще, что там. Да-да. Не, есть надежда, конечно. Я Да, так-то
Просто вот все вот эти факты, они немножко Да-да. заставляют нас задуматься, учитывая наш чеченский опыт, чеченское дежавю, то как бы очень легко можно оказаться в той же ситуации, когда лидеры будут убиваться, враги, настоящие враги России будут убиваться, симулякры, которых прям информационное поле Украины заполонили просто, они будут продолжать расцветать и укрепляться. На войне воин, генерал — это все, это вся надежда, это честь и все остальное этой всей страны, и защита, и надежда, и все остальное. Но как только возвращается с фронта, его снимают там с должности и так далее, и он уже рядовой гражданин, пенсионер, ветеран, и фактически 2 минуты до бандита, получается, Да, чтобы да. переделать. Я вот с этим вопросом, Аят, хотел бы вам задать вопрос. Наше чеченское национальное освободительное движение, наша чеченская армия, наша демократическая Чеченская республика Ичкерия аккуратненько пропагандой, мощной такой пропагандой и спотыкания всего мира или же с молчаливого согласия или даже в прямом участии некоторых превратили в радикальных исламистов. Мы, конечно, не стали радикальными исламистами, мы не напали ни на одну страну, мы ни на кого там, нигде диверсии не проводили, кроме как на России, которая на нас напала. И шла война. Сейчас, когда Украина ведет нападение там где-нибудь там на Дальнем Востоке, никто ничего не говорит. Или там происходит какой-нибудь подрыв журналиста, который подошел записывать военного преступника, совершившего преступление в Буче, убивая и этого, и этого. Опять же, тоже убийство там Z-блогера Татарова, например, тоже было при помощи особо опасным способом, при помощи взрывного устройства бюста самого этого Татарова. И это тоже никто терроризмом не называет. Но вот что сделали мы, называла Россия терроризмом, и везде это транслировали, и потихонечку мы из борцов за свободу, воинов там, света, потихоньку превратили нас в террористов. Не может ли быть так, Аят, что если будет приостановка войны, что украинцы, которые сейчас движимы своим патриотизмом, национальным своим самосознанием за свою свободу, потихонечку их превратят в то, о чем Россия так много говорила: фашисты, нацисты и так далее, и так далее. И вот эти лидеры, которые сейчас появились на фоне этой войны, их просто будут потом объявлять террористами, нацистами, фашистами и уничтожать. Есть такая угроза? Теоретически мы это наблюдали, мы видели это. Поэтому исключать нельзя, и надо быть в этом вопросе очень осторожным и знать, чтобы какие могут претензии к тебе или к тому, или к другому, кто там находится, я имею в виду. Поэтому они должны себя соответственно вести и понимать должны глубинную, так сказать, природу этого государства, так, Мгм. и думать, что будет. Вот я так думаю. Сейчас сказать, что исключить это возможно нельзя, потому что после каждой войны такое бывает. И было. Мы же знаем это. Да, Мне так кажется. спасибо. И вопрос от Агеда Ахмадова, Исы Ахмадова, извиняюсь. Было ли хоть одно обвинение, хоть одно осуждение оккупации СССР или РФ и РФ ООН? Тогда Москва, но это уже другой вопрос. Что вы скажете по этому поводу? Меня там не было, потому что а, мы были, вот я же говорил, на международных всех этих инстанциях, и там всегда стояла речь о том, что якобы территория Чечни является частью России. Мгм. И когда им говорили, что это такое, вы говорите, о чем мы говорите, вот так, вот так, вот так. Ну, не знаю, они руками разводили, и все. Вот так вот было. Мгм. А поэтому не было. Правда, были вот эти вот заявления такие формальные, что призываем там к миру, чтобы не убивали население, чтобы меньше было это, что давайте решите мирно.
То есть фактически соглашались, большому счету соглашались с тем, что русские делают, так, у нас, к примеру, да, а на деле, значит, конкретно не принимали против никаких решений, кроме как вот рекомендации или призывали, что не будьте такими, вот такие резолюции принимали. Озабачивались. Да. Озабачивались. Да. Да. Да, конечно. Аят, вот, Иса, я вот не могу понять твоего вопроса. Тогда Москва выйдут... если будет ядерное оружие, ты имеешь в виду, тогда Москва выйдет из состава РФ при наличии ядерного оружия у Украины. Как вы думаете, Аят, выйдет? Это надо у Москвы спросить. Сбежит просто. Совершенно верно. Эд и всех, друзья, я вас приветствую. Шалом алейкум, салам алейкум, все, друзья, приветствую вас. Вот Эд Мамедов тут пишет, что я думаю, наша администрация многие вещи не понимает. Фашистская Российская Федерация понимает только язык силы. Экономические санкции не помогут. Администрация фашистской Российской Федерации наплевать на народ, они готовы, чтобы их народ ел бирюзовую кору. Вы согласны с этим, Аят? Я вот поэтому и говорю, еще неизвестно, что будет, посмотрим. Я надеюсь, что это так, и они еще это дело приведут в нужную форму отношений с Украиной, да и во всем мире. Хочется верить, какие-то вот странные такие события происходят. Посмотрим. Да. Друзья, напоминаю вам, у нас идет стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, ближайший соратник Джохара Дудаева, нашего первого президента, Аят Идигов, бывший председатель парламента и единственный легитимный орган власти на сегодняшний день, который представляет чеченский народ. Легитимный. Самое главное слово. Вот такие вот дела. Задавайте вопросы Аяду, я их зачитаю, если у вас они возникли, друзья. Если нет, давай прекратим, наверное, Аслан. Да, если нет, можно... Да. Почти уже 1,5 часа мы в эфире. Я думаю, в принципе, мы очень интересно пообщались, снова интересно, очень было поучительно и очень интересно. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем спасибо. Баркал Дейрейсу. Всего самого хорошего. Адикер Маш Ойл. До свидания. Адикер Аят. Да.